Продолжаем. Обладательница лирико-колоратурного сопрано, оперная дива с мировым именем Хибла Герзмава вновь подарила казанцам незабываемую встречу с персонажами классической оперы. Герзмава перевоплощалась прямо по ходу движения концерта. В первом отделении была легка и беззаботна, во втором окунулась в атмосферу высокой трагедии. Любое выступление певицы – это всегда событие. Перед началом концерта с Хиблой Герзмава встретился Дмитрий Пивоваров. Событие, к которому было приковано внимание мировой телевизионной аудитории, показывало нашу страну в лучших проявлениях достижений различных сфер общественной и культурной жизни. Тон и планку качества тогда задавали две оперные примы. Анна Нетребко с гимном Сочинской Олимпиады 2014 года на открытии и Хибла Герзмава, исполнившая олимпийский вальс на церемонии закрытия. Статусная фигура современного мирового оперного искусства, как всегда, элегантны, величественны и чрезвычайно просты в общении. Нужно иметь настоящих друзей, желание и Божью благодать для того, чтобы это было. Вот и все. Творческое сотрудничество Хибла Герзмава и Государственного симфонического оркестра Татарстана под руководством Александра Сладковского длится несколько лет. Это второй совместный тандем певицы и оркестра в нашем городе. Первый состоялся 2 года назад в Международный женский день. Это был прелестный подарок любителям классических партий. Концерты этого года ждали особенно, ведь в объявленный срок встреча певицы и казанцев не состоялась. Гостья была простужена. Герзмава бывает в Казани в разных ипостасях, то в составе гастролей театра имени Станиславского и Немировича Данченко, где служит, или в составе международных шаляпинских фестивалей, или сольных проектах. Несколько лет существует и весьма известный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает», где вокруг имени собираются единомышленники, работающие в пограничных жанрах. У нас есть опера, у нас есть оркестровые, симфонические программы, у нас есть джазовые программы, мы хотим драму. У нас очень много друзей в драме, в театре, очень много именитых моих друзей. Я с удовольствием общаюсь с ними, очень горжусь дружбой с ними. И я надеюсь, что с драматическим театром у нас тоже все сложится. На сцене актриса проживает несколько жизней и словно предлагает слушателю следовать за ней в светлый, задумчивый философский мир. Музыку уводит за собой, оставая время на незабываемую встречу с одной из знаковых певиц нашего времени. Когда выходишь на сцену, это любовь, это любить зрителей, любить тех людей, которые пришли, и любить тех людей, которые сидят сзади, весь оркестр. В состоянии любви можно горы перевернуть и все сделать. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».